Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите «Летний эфир», и с вами я, Дарья Анкехова. В нашем обществе сегодня становится все более популярным быть здоровым, красивым и успешным человеком. Но зачастую, к сожалению, ритм жизни современного человека не позволяет придерживаться здорового образа жизни. И здесь на помощь приходит фитнес. Сегодня в нашем городе существует большое количество направлений именно фитнеса. Сегодня мы постараемся разобраться в самых популярных, а самое главное, самых полезных. Поехали! Ну что ж, сегодня в нашей студии потрясающие девушки. Но это не просто красавицы, они у нас спортсменки, а также эти девушки пропагандируют здоровый образ жизни. Рядом со мной находится Светлана Миронова. Света, здравствуй. Света у нас является тренером групповых программ по направлению фитнеса. А слева от меня находится Ариадна Винокурова. Добрый Она день. у нас тренер групповых программ по направлению Cycle. И справа от меня Мария Стручкова является тренером групповых программ по направлению Стретчинг. Девочки, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, первый вопрос к Свете, раз уж ты ко мне поближе. Света, я знаю, что ты у нас являешься тренером по направлению фитнес. Но в частности, сейчас ты занимаешься таким направлением, как батут. Что же такое фитнес на батутах? Ну, фитнес на батутах у нас идет аэробная нагрузка, то есть мы с вами повышаем наш пульс. При работе организма нашего на 120 при пульсе больше всего сжигается жиров. Поэтому мы выполняем именно на батуте разные уникальные упражнения под ритмичную музыку. И мы не только сжигаем жиры, получается, но мы еще поднимаем себе настроение. То есть это очень весело прыгать на батуте, но при этом и сжигать. худеем. То есть основная цель, в принципе, занятий на батуте – это похудание. Да, похудение, жиросжигание именно. Жиросжигание. Ну, у меня возникает вопрос, ведь сейчас многие, наверное, телезрители боятся прыжков на батуте в связи с последними, да, там, обстоятельствами. Но насколько это безопасно, Свет? Так, фитнес на батутах полностью безопасный, никаких травм он не несет в себе. Так, есть многие люди, у которых болят колени, позвоночники, такие болезни, как хондроз, сколиоз. Вот именно батут подходит для них, потому что за счет амортизации смягчает удары, да. То есть люди с больными суставами, им это, можно сказать, показано. Рекомендуем. То есть рекомендуете заниматься на батутах. Как проходит тренировка и сколько она длится примерно по времени? Так, по времени тренировка сама длится час, а именно 40 минут идет у нас кардио, то есть прыгаем на батуте, выполняя разные упражнения, и дальше 20 минут у нас идет силовая часть, где то же самое мы выполняем разные упражнения, используя батут, только уже на земле. То есть вначале на батутах, потом еще Да. и на земле, да? Целый час. Да, целый Насколько час. это сложно? Так, ну для начала, конечно, сложновато, но потом уже наш организм привыкает, и все нормально, хорошо. А у меня возникает вопрос, в каком возрасте можно вот заниматься именно на батутах? Дети могут? Да, дети могут с разрешения родителей, полностью все. А взрослым возраст не ограничен? Нет, не ограничен. Возрастного ограничения у нас нету, так же, как и по физической подготовке. Ну, я думаю, раз уж мы поговорили об этом замечательном таком оборудовании, как батут, спортивное снаряжение, давай, Светлана, мы, наверное, воочию посмотрим, что же такое фитнес на батуте. У нас есть музыкальное сопровождение для тебя. Поехали, ладно. Носочки мы сначала тянем вперед, разогреваемся. Здесь мы не забываем про дыхание. Вдох через нос, выдох через рот. Колени у нас постоянно находятся в согнутом положении. Держим равновесие, работаем на баланс. Руками работаем. На самом деле очень тяжело стоять в этом положении. Держимся за поручни. И начинаем работать. Здесь таз находится у нас на одном уровне. Работаем ногами. Здесь надо также поддерживать удары сердцебиения. Пульс должен достигать 125 и выше.
с вами вдох, выдох. Вот это у нас идет самые базовые упражнения для фитнеса на батутах. Ну что, спасибо, Светлана. Присаживайся обратно ко мне. Я думаю, дорогие телезрители смогли воочию убедиться в том, что это очень так энергично. Да, и проходит весело все. весело, но в то же время я смотрю, что это достаточно тяжелая нагрузка. Так, на самом деле нагрузка не очень сложная. Просто мы постепенно нагрузку увеличиваем. А у меня возникает вопрос. Результат. Через сколько можно увидеть Да результат? после месяца уже результаты видны. Скидывает от 5 до 10 килограммов. То есть вот просто прыгая на батуте, Да. можно скинуть от 5 до 10 килограмм всего лишь за месяц. Да, конечно. Тогда возникает вопрос. Ну, такое снаряжение можно, в принципе, поставить дома. Но нет. Если даже вы его купите, то обязательно надо тренироваться с тренером. Потому что... Ну, потому Чтобы что тренировка- человек сам не знает, что делать. Даже вот эти вот видео не подойдут обучающие. То есть Надо смотреть, показывать. фитнес на батутах только строго Да, с инструктором. только строго с инструктором. Отлично, спасибо большое, Светлана. Ну а мы переходим к следующему направлению, и это у нас популярная, наверное, всеми и, наверное, для многих телезрителей знакомая, это фитнес-аэробика. Что же такое фитнес-аэробика? Кто из девочек нам расскажет? Мария? Давай, Мария. Фитнес-аэробика. Что это такое? Ну, фитнес-аэробика – это у нас аэробные нагрузки, кардиотренировка. Ну, выполняется под зажигательную музыку, сжигает жиры, помогает сжигать жиры. Поддержание Поддержание тела. тела. Также идет. Ну, то есть здесь, по сути, да, просто это энергичные да, Можно заниматься, движения под да. музыку. Можно заниматься дома, можно у нас В отличие от фитнеса на батутах, фитнес-аэробикой могут заниматься люди у экранов своих телевизоров, ноутбуков, да, Но это все равно с тренером будет эффективнее, конечно. с тренером будет эффективнее, да? Ага. Ну что ж, а у нас сейчас в городе насколько популярно это? Много да, занимается? очень популярная. Очень популярно. Да. Ну, может быть, продемонстрируете немножечко, Да, что же это давайте. такое? Давайте, Все девочки. вместе. Начинаем с базовых шагов. Подключаем бедра. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Степ-тач. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Подключаем верхнюю часть. Раз, два. Следим за руками. Энергичнее. Наклоны в сторону. И раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Продолжаем степ-тач. Раз, два, три. Дальше у нас захлест ногами. Начали. И раз, два, три, четыре. И раз, два, три. По два раза. И раз, два, три. Дышим. И раз, два, три, четыре. Степ-тач. Дальше у нас колено. 5, 6, 7, 8. Раз. Колени выше. 3, 5, 7, 8. нами. Степ-тач. Я, наверное, осилю пару движений. да? Дорогие Давай, телезрители, давай. присоединяемся к нам. Следующее упражнение у нас Простые упражнения. астеп. 5, 6, 7 и раз. Это я тоже Два. знаю. Да. Правая, Три. левая, правая, левая. Шаг. 4, Возвращаемся. 5, 6. Давай, давай. Степ-тач. Дальше у нас идет крестный шаг. 5, 6, 7 и раз. Прыжок. Хлопок. И Ну, мы можем весь эфир, наверное, так заметить, да? Ну что ж, девушки, присядем. наверное. Спасибо большое. выдох. Вдох, выдох. Присаживайся. Но я не удержалась, дорогие телезрители, потому что это действительно энергично. Зажигательно, да. Зажигательно, да? Вопрос тогда возникает такой, аэробика. Ну, аэробику все знают, наверное, еще, не знаю, 100 лет назад, наверное, также занимались аэробикой, да? Но вот здесь, помимо того, что это энергично, позитивно, все равно это физическая нагрузка. И, скорее всего, здесь есть противопоказания. Ну, противопоказаний каких-то нет. Но идет на сердечно-сосудистую систему. Ну, аэробная нагрузка – это как бы дыхание. Ну, наоборот,
У меня оздоровление идет. Хорошо, тогда раз уж мы узнали, что после занятия на батутах через месяц можно скинуть от 5 до 10 килограмм, что касается аэробики, результат через месяц каков? Да, скидываю также 5-10 килограмм. Стройное подтянутое тело и отличное настроение. Ну, а сколько занятий в неделю необходимо, чтобы достичь таких результатов? Так, в неделю 3 раза. И тренировки тоже проходят по часу. Да, по часу. Но здесь, наверное, попозитивнее, повеселее, потому что ты еще и пританцовываешь, да? Тренировка занимает вроде 1 час всего лишь, да, то есть 3 часа мы тратим в неделю, но получаем уже такие довольно Каждым хорошие разом результаты. осложняем упражнения. То есть добавляются различные Да. элементы, да? То есть это не так легко, как показалось сейчас возможно, многим. Программа Это каждую только базовые неделю меняется. упражнения. Каждую неделю меняется программа. То есть одно и то же Нет, бесполезно нет, делать. нет, да. Отлично. Ну что ж, дорогие девушки, мы с вами поговорим еще о нескольких направлениях фитнеса сразу после небольшой короткой рекламной паузы. Ну а вообще вот в 3 словах, зачем заниматься фитнесом? Фитнес это Фитнес – это у нас Подтянутое образ тело. жизни образ Отличное жизни. настроение. и, конечно же, здоровье. Красивая Здоровья. фигура. Ну что ж, дорогие телезрители, мы сегодня говорим о фитнесе и о том, что же связано с фитнесом. Поэтому не переключайтесь, оставайтесь с нами. Все самое интересное сразу после короткой рекламной паузы. Занимайтесь спортом, присоединяйтесь к нам. Сейчас мы представляем прямую дорогу, ровный асфальт, едем с легким сопротивлением, дышим ровно, стопы у нас параллельно полу, коленки смотрят вперед, и подъем потихоньку начинается в гору, то есть мы прибавляем уже нагрузку. Чувствуем сопротивление, едем, чуть-чуть прибавляем темп, потихоньку усложняем. Сейчас поднимаемся уже стоя, поднимаемся, позиция рук меняется. Верхняя часть полностью расслаблена. Набираем темп и еще усложняем. Каждый раз усложняем. Дышим. Сейчас у нас будет работать уже верхняя часть. Будем делать отжимания с паузой. 4 счета. Локти в стороны. Едем спокойно. Держим пульс от 120 до 140. Двигались. 3, 2, 1 и поехали. 1, 2, 3, 4, вверх. 1, 2, 3, 4, вверх. 2 счета. 1, 2, 3, 4, вниз. Вверх. Здесь у нас работают грудные мышцы, плечевой сустав. И вверх. Без паузы. 1, 2. Выдох. Дышим. Думаем о цели и работаем. Уже быстрее корпусом. Давай, 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 давай. 40 минут работаем на кардио. Тренировки, то есть на велотренажерах. И потом еще 20 минут добиваем силовыми упражнениями. Уже на вершине. Сейчас будем спускаться с горы. Потихоньку садимся. 1 минус убираем. И спускаемся с горы в быстром темпе. Набираем хорошенько темп. 120 оборотов примерно. Педаль крутим подконтрольно. Еще чуть-чуть. Давай, 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 давай. Уже как бы на выносливость идет в конце. И постепенно переходим на средний темп. Делаем вдох и выдох. Я показала самые базовые именно упражнения. На Ну нижнюю часть. здорово. Итак, дорогие Каждый телезрители, сейчас вы стали свидетелем того, как проходит, ну примерно, как проходит тренировка на таком спортивном снаряжении, как сайкл. Вот, Ариадна, ты у нас являешься инструктором именно в этом направлении. Расскажи, что же такое сайкл и откуда вообще появилось это направление, и как давно оно стало популярным быть у нас в Якутске? Ага, да. Сайкл у нас вообще с английского обозначает велосипед. Основателем был американский велосипедист Джонни Голдберг. Он готовился к соревнованиям, но вот именно зимой не мог заниматься на улице. Поэтому такой велотренажер создал, чтобы имитировать настоящие велогонки именно внутри здания. Вот. Мы работаем именно на жиросжигание. То есть это для тех людей, которые хотят именно за кратчайший срок
скинуть довольно-таки, ну, например, наши клиенты скидывают от 5 до 10 килограммов именно гарантированно. Также, конечно, меняется качество тела, то есть объем очень сильно уходит в первое время. Возникает вопрос, чем отличается тренажер Cycle от простого велотренажера? Но, именно здесь у нас есть вариатор нагрузки, вот, да, барабан. Например, если мы крутим барабан в правую сторону, у нас появляется нагрузка. Когда убираем, и за счет этого мы как будто имитируем езду по горным склонам. Я показала вам именно полтрека. У нас таких треков 10 во время тренировки. И потом еще мы 20 минут добиваем силовыми упражнениями. То есть, по сути, это не Выходят как именно выжатые лимоны. Да? Вообще как будто с душа Выжатый такой лимон ушли. это конкретно после тренировок на сайкле, да? Да. И здесь, наверное, к вам больше приходят люди, которые страдают там излишним весом, да? Ну, есть девочки, которые просто для поддержания своей фигуры тоже ходят. Здесь задействованы какие группы мышц? Ряд? Здесь именно работает нижняя часть больше, да, и мышц бедра, ягодиц. Также у нас как бы не отстает и верхняя часть. Вот мы только что показали, да, как делаем именно упражнения тоже на верхнюю часть. Ну, я знаю, что ты прям любитель этого движения, этого направления. И вот, по твоему мнению, вот ты многих людей, наверное, уже заинтересовала именно направлением сайкл. Вот какова динамика? Вот, я не знаю, примерно год назад занимались сайклом столько человек, а сейчас вот так. Вот, ну, наш фитнес-центр сам начал, по идее, в прошлом году. У нас в начале было всего лишь 7 сайклов. Начинали мы с 7. В то время еще люди не так были заинтересованы, как сейчас. Сейчас у нас уже 18 сайклов, и группы довольно-таки у нас 6 групп, 7 групп в течение дня, и группы уже все полные. То есть люди полюбили сайкл в нашей столице? Главное, они постоянные, то есть им это нравится. Они всегда продлевают, ходят. То есть Если это даже затягивает, да? Да, получат результат, они все равно дальше продолжают, потому что это им нравится. Хорошо, и опять же возникает, сколько раз в неделю нужно заниматься, чтобы достичь результата? Вот, тренировка всего лишь занимает, по идее, час. Час человек полностью выкладывается на тренировке, да, то есть в неделю мы тратим всего лишь 3 часа из нашей жизни, и уже такие результаты. Человек уже становится более выносливым, да, более энергичным, уже даже как-то меняется подача себя, как-то они увереннее становятся. Некоторые девочки там скидывают по 20, по 25 килограмм, молодые девушки. А нет ли такого, что, допустим, при занятиях сайклом ты скидываешь, как только прекращаешь, возникает опять набор этого веса? В том-то и дело, вот человек, у них уже меняется образ жизни, да, они как бы не только занимаются спортом, но мы еще рассказываем про правильное питание, то есть у них полностью кардинально меняется жизнь. И если даже они закончили заниматься, ну, то есть, например, уезжают в отпуск, да, если даже они будут правильное питание соблюдать, у них все равно результат никуда не денется. Никуда не денется, да? Ну что ж, мы сегодня поговорили вот о 3 видах. Это фитнес на батутах, аэробика, сайкл. И еще одно из самых популярных движений сейчас – это стрейчинг. Возможно, многие телезрители даже не знают, как переводится это слово. Что же такое стрейчинг? Мария нам расскажет поподробнее. Стретчинг с английского переводится как растягивание, и название говорит само о себе. Стретчинг – один из видов аэробики, помогающий растянуть мышцы, быть более эластичным и гибким. То есть не бывает такого, что к вам приходят люди, которые вообще не растягиваются. Любой человек может растянуться. Но все Да. равно нагрузка идет потихоньку. Да. Даже Постепенно. для здоровой там, осанки все равно надо. Надо. То есть растяжка, она должна быть, да? Конечно. Возникает вопрос, может ли человек в 40 лет там сесть на шпагат? Ну, такое возможно, если хорошо тренироваться. Регулярность, и главное регулярность. Не надо пропускать тренировки, и все равно человек получает результат. Ну а для чего? Для чего стрейчинг? Ну помимо того, что у вас будет хорошая осанка и растяжка. Ну, Чем еще? помогает сердечно-сосудистой системы, хорошее настроение, как всегда. Растягивает мышцы. Растягивает мышцы, мышцы становятся более Гибкость и эластичными. осанка в первую очередь. Гибкость и Также. осанка, Для да, в девушки этом осанка направлении? это самое важное. И мне кажется. психологически человек более становится спокойным. Да? Ну, Мария, покажешь нам несколько элементов, вот, что же такое стрейчинг? Да. Со стретчингом я стала уметь делать шпагат. То есть это один из самых таких, наверное, главных элементов, да, в стрейчинге? Да. Все мечтают сесть на шпагате. Особенно девушки. Так. Через месяц уже можно сесть на шпагат. Да? Даже можно и такое вытворять. Так, и еще можно Чувствуй себя. ходить на руках. Так. Попробуем.
То есть вот так можно владеть полностью своим телом, занимаясь вот таким Да. направлением, как стретчинг, да? Да, конечно. Ну что, спасибо большое, присаживайся. Ну вот, девочки, мы рассказали сегодня только о 4 направлениях, да? Но ведь есть еще популярные и зумба, да, и уйма, да, их. Да, конечно. Вот на твой взгляд лично, да, если ты желаешь заняться спортом, необходимо ли знать конкретно направление, да, или все-таки нужно попробовать и найти свое? Но это тоже зависит от человека. Некоторые люди именно любят такие энергичные, да, тренировки, некоторые любят поспокойнее, то есть им подойдет стретчинг. Некоторые любят именно силовые, то есть работать со штангой, с железом, вот им подойдет hot iron. Поэтому тоже это зависит от клиента. Мы с ними общаемся, что им надо, какая цель, и так и выбираем. Ну что ж, отпустим, наверное, эту спортивную, да, тему. Я знаю, что помимо того, что вы занимаетесь в спортзалах, вы также активно пропагандируете здоровый образ жизни и любовь к спорту на территории всей республики. Вот расскажите про ваши последние достижения, где вы побывали и какую работу вы провели с населением. В последний раз мы провели мастер-класс на играх Манчары, которые проходили в Верхневилюйске. Вот там наши тренера, вот Света и Лида, еще принимали участие также. Мастер-класс мы делали именно на сцене для жителей, для гостей и также для спортсменов игр Манчары. Какое направление вы там продемонстрировали? Так. Там даже не направление, а как бы мы рассказываем, что такое спорт, да, что такое правильное питание, спортивное питание. Как воспринимают вообще люди вот такие мастер-классы? Ну, мы начинали с Покровска, там были уже взрослые люди, довольно-таки много людей собралось. Мы просто отправили им то, что вот придем какого-то числа, во сколько-то, и там народ собрался. Потом мы уже поехали на республиканскую ярмарку в Черепче с Ганей, тоже проводили мастер-класс, тоже народу было довольно-таки много. И Все вот уже интересуются. То есть сейчас спорт, это по сути стало не только для здоровья, это очень даже как-то, так сказать, модно заниматься сейчас спортом. Образ да? жизни. Скорее всего, образ да, жизни, образ можно. жизни. То есть это и люди прислушиваются вашим советам, да, вашим мастер-классам, и, возможно, таким образом вы притягиваете людей вот именно к спорту, да? Да, Да, вот, конечно. например, вы же говорили то, что человек не успевает сейчас в современной жизни именно следить за собой. Но обычно у всех работа, дом, да? Поэтому именно спорт это как ключик к тому, чтобы вот просто хотя бы иметь тонус, да, радость жизни, интерес, поэтому вот от рутины уйти. Поэтому спорт, призываем всех заниматься спортом. Но помимо того, что вы призываете, вы также еще и участвуете в различных благотворительных акциях. Да, мы сейчас активно работаем с детским домом, часто к ним ездим на праздники, они к нам ездят, устраиваем тематические вечера, например, там рассказывали про вред алкоголя, курения, наркотиков. Также они к нам уже приезжают на тренировки. Проводим Поэтому вот тренировки в зале. активная работа у нас идет тоже. То есть, девочки, вы считаете, что все-таки спорт, он должен быть неотъемлемой частью жизни каждого человека? Конечно, Да, конечно. массовое, чтобы было Вообще. вот реально, чтобы люди тянулись именно к лучшему, именно Совершенствовали себя. Ну что ж, вот такими замечательными словами мы заканчиваем наш эфир сегодня. И, дорогие телезрители, возможно, сегодня вы заинтересовались благодаря нашему эфиру каким-то из направлением фитнеса. Занимайтесь спортом, ведите здоровый образ жизни, и у вас все будет хорошо, у вас и у ваших детей. На этом мы прощаемся, до новых встреч.